Зеленые фуражки и береты – отличительный знак тех, кто защищал и защищает границы нашей Родины. Каждый год 28 мая пограничники отмечают свой профессиональный праздник. В этом году он особенный. Ведь ровно 100 лет назад декретом Совета народных комиссаров была учреждена пограничная охрана. Тогда же было создано и Главное управление. «Живой щит нашей страны» – так называют воинов, которые оберегают государственную границу. С конца 2008 года на границе служат только кадровые военные по контракту. Празднование Дня пограничников в Сосногорске прошло в сквере воинов-интернационалистов. Под государственный гимн России был поднят флаг пограничных войск. Затем в торжественной обстановке был установлен символический пограничный столб. Объявлена минута молчания в память о тех, кто когда-то исполнял свой долг в пограничных войсках. О мужестве и доблести российских пограничников ходят легенды. Безграничное уважение к мужчинам в зеленых фуражках не возникло на пустом месте. Оно заслужено подвигами наших отцов и дедов и поддерживается теми, кто несет службу сегодня. Именно пограничники являются тем щитом, который принимает первый удар в случае военной агрессии. И это действительно под силу только особенным людям. И в сердце каждого пограничника живет любовь к своему Отечеству и ответственность перед всеми мирными жителями. Дорогие друзья, сегодня я от всей души поздравляю вас с Днем пограничника и 100-летием принятия декрета об учреждении пограничной охраны. Желаю вам крепкого здоровья, счастья вам и вашим семьям и только мирного неба над головой. И пусть на границах нашей Родины всегда царят спокойствие и тишина. Митинг продолжился вручением памятных медалей ветеранам пограничной службы, поздравлениями и творческими подарками. Эта территория возле дома номер 7 по улице 40 лет Коми словно магнит притягивает мусор. И сколько бы его ни убирали, всегда появится новый. И это несмотря на то, что буквально за углом стоит 8-кубовый бункер. Из года в год эта проблема не просто лежит под ногами, а ветром разносится по округе. Чей этот мусор, можно только догадываться. К сожалению, все усилия, которые прилагает муниципалитет, все те просьбы управления ЖКХ к соблюдению чистоты у жильцов не находят отклика. Вот и приходится в таких случаях брать грабли и метлы и самостоятельно убирать мусор. Дом стоит на кадастре, земельный участок их. То есть он принадлежит всем собственникам этого дома. Если люди сами не захотят ничего как-то улучшить, то мы можем здесь хоть каждый день проводить этот субботник, но ничего хорошего из этого не будет. Люди не оплачивают данную услугу, не принимают никакого участия в жизни своего дома. Поэтому если они как-то активно не проснутся, то все останется на прежнем уровне. Свалка будет постоянно. Убирать управление ЖКХ за счет бюджетных средств и собственными силами просто такой возможности не имеет постоянно. Людям надо как-то активизироваться в этом отношении. Как и в прошлые годы, собрать на городской субботник жителей этого дома не получилось. И рассуждать почему можно бесконечно. Как показала практика, лишь один человек захотел видеть территорию своего дома в чистоте. Уже второй год подряд Анна Малышева проявляет инициативу в уборке придомовой территории. По ее словам, наводить порядок должен каждый. Но, видимо, именно в этом доме так не заведено. Чтобы хотя бы как-то поддерживать город наш. Вот кто хочет видеть его чистым, тот и делает. Видимо, не хотят жители видеть наш дом чистым. Здесь можно найти не только бытовой мусор. Среди россыпи бутылок и стекла попадаются и автомобильные покрышки. Скорее всего, досюда они докатываются из близлежащих гаражей. Мало кто понимает, но отработанные покрышки относятся к отходам 4 класса опасности. И российские законы предусматривают серьезную ответственность за их несанкционированный сброс и размещение. К сожалению, владельцы этих гаражей, выбрасывая старую резину, не думают о последствиях.
На момент подготовки репортажа сотрудники управления ЖКХ собрали весь мусор, а спецтехника, в свою очередь, его вывезла. Останется ли этот островок в чистоте, покажет сознательность жильцов. Именно тех, кто хочет жить в чистоте и порядке. В противном случае мусор к ним обязательно вернется. Три десятка лет. Много это или мало? Для кого-то только время взросления, а для кого-то целая жизнь. Сосногорская городская организация инвалидов отметила 30-летие со дня создания. Очень много изменений за 30 лет. Я пришла в организацию в 98 году. И по сравнению с тем, что было и что есть, это очень большая разница. Потому что в 90-х годах даже мало кто знал, что такое доступная среда. Но сегодня хочу сказать, что это есть федеральная программа «Доступная среда». С 2011 года она была по 18, ее продлили по 25 год. И сейчас все предприятия социальной инфраструктуры должны иметь, и не только инфраструктуры, иметь паспорта доступности и карту доступности. Это в обязательном порядке. Валентина Антоновна Митракова вот уже 14 лет является бессменным председателем организации. Сегодня в ней состоит 338 человек. У каждого своя беда, но всех объединяет желание жить, добиваться поставленных целей, помогать другим. Именно это и акцентировал исполняющий обязанности главы Сосногорского района Сергей Дегтяренко, зачитывая поздравительный адрес. Городская организация инвалидов всегда готова протянуть руку помощи каждому жителю Сосногорска. Нельзя не отметить и многогранность деятельности организации. Это не только активное участие в политической и общественной жизни, а также правовая помощь горожанам, но участие в различных культурных мероприятиях и победы в спортивных соревнованиях. Постоянный поиск новых форм работы и успехи во всех начинаниях всегда вызывали восхищение у жителей Сосногорского района. Примите искренние пожелания крепкого здоровья, семейного счастья, а также новых свершений на благо членов вашей организации и всех жителей муниципалитета. С праздником вас, дорогие! В свою очередь, члены организации не только принимали поздравления, но и благодарили за сотрудничество. Ведь каждая отрасль социальной сферы так или иначе связана с работой общества инвалидов. Совместные мероприятия от комиссионного осмотра парковочных мест до веселых спортивных состязаний уже давно стали традиционными в нашем городе. Еще раз подтверждая, что проблемы можно и нужно решать сообща, а уж веселиться только вместе. Подтверждением тому день рождения организации. Поздравить ее членов с праздником пришли не только руководители и специалисты учреждений, но и сосногорские артисты, которые подготовили творческие подарки. Сосногорск присоединился к всероссийской акции «Читай, страна». Она приурочена ко Дню библиотек, Дню славянской письменности и Дню русского языка. В Центральной библиотеке имени Якова Рочева взрослые дети сошлись в литературном поединке по произведениям Александра Сергеевича Пушкина. Хочу сказать, что мы впервые присоединились к этой акции, хотя пушкинские дни в библиотеках проводятся ежегодно. Но вот сегодня мы будем читать стихотворение Пушкина. Ребята сами выбирают произведения, понравившиеся им. Акция будет проходить у нас и поединок в 2 этапа. Вначале все желающие читают понравившиеся стихи Александра Сергеевича Пушкина. Потом у нас зрители выбирают лучших 6 участников сегодняшней акции. И во втором этапе нашего сегодняшнего поединка наши победители разбиваются на пары. Будет 3 пары, и уже они будут читать одно и то же произведение Пушкина. И опять же зрители будут выбирать в каждой паре лучшего исполнителя. И потом опять зрители выберут уже одного победителя. Особенность сегодняшнего поединка в том, что не будет профессионального жюри. То есть сами зрители определят лучшего чтеца произведений Александра Сергеевича Пушкина. Литературный поединок собрал более 20 участников. В читальном зале звучали знакомые и не очень строчки Пушкина о любви, политике, природе. К нему и птица не летит, и тигр не идет.
Лишь вихрь черный на древо смерти набежит и мчится прочь уже тлетворный. И если туча оросит, блуждая, лист его дремучий, с его ветвей уж ядовит, стекает дождь в песок горючий. Выступления каждого оценивались не только по выразительности чтения, но и по подаче материала. Тут и артистичность, и костюмы, и сопровождение. 10-летняя Ксения Ганина для конкурса выбрала стихотворение «Анчар». Девочка очень любит читать, и Пушкин не единственный автор, с произведениями которого она знакома. Я люблю рассказы, потому что там бывает смешно, а особенно школьные. Говорят, у каждого возраста есть свой Пушкин. От сказок в детстве до романов в стихах в зрелости. И, конечно, каждый, пропуская через себя эмоции и мысли поэта, видит свои образы героев. Увидят ли эти образы зрители, зависит от мастерства чтеца. По мнению жюри, лучше всех это удалось сделать Анастасии Максимовой. Именно она стала победителем муниципального этапа всероссийского конкурса «Литературный поединок» по произведениям Пушкина. Десятки мальчишек и девчонок вместе со своими родителями в эти выходные приняли участие в ежегодном муниципальном велопробеге среди дошкольников. На площади у Дома культуры «Горизонт» ребят ждала развлекательная программа на тему дорожного движения. Сегодня мы проводим ежегодный муниципальный велопробег среди дошкольников образовательных организаций и в том числе акцию «Папа, мама, на заметку, пристегни ребенка крепко». Мы понимаем, что безопасность детей в наших руках. В начале мероприятия среди детей провели викторину, где им пришлось отвечать на вопросы о безопасном движении. Далее для участников акции была проложена полоса препятствий, которую нужно было преодолеть, не сбив при этом ни одного конуса. Цель акции – привить ребятам навыки безопасного управления велосипедом, а также закрепить знания в области поведения на улицах и дорогах. Мы проводим в целях укрепления, сохранения здоровья детей, закрепления навыков вождения на велосипеде и, конечно же, чтобы дети и родители ощущали совместное празднование праздника. По завершению мероприятия на торжественной линейке прошло награждение всех участников акции. Никто не ушел без сладкого подарка, а также радостного и веселого настроения. Более 80 спортсменов из Емвы, Ухты, Сосногорска и Сыктывкара собрались в стенах клуба единоборств «Гладиатор». 26 мая здесь прошло открытое первенство по рукопашному бою, посвященное Дню выпускника. Активность бойцов среди пояса. Среди гостей турнира – участники Ухтинского спортклуба. По словам тренера, такие соревнования – это неплохой опыт, как и для начинающих рукопашников, так и для бывалых спортсменов. У нас представлено от клуба 10 человек, участников 4 малыша, 3, к сожалению, вылетели, один будет бороться за 3 место. И потом у нас юниоры, они начинают сейчас, по-моему, выступать. Скажем так, малыши у нас все первогодки, кто-то занимается 2 месяца, 3 месяца, то есть для них это первый опыт. И мы не ставили для них больших целей, что они должны победить. Надеемся на юниоров, то есть там есть ребята поопытнее, которые уже не первый год занимаются у нас. На спортсменах обувь и экипировка синего и красного цветов. По правилам, каждый участник должен иметь оба комплекта формы. Продолжительность боя – 3 минуты чистого времени, а в полуфинальных и финальных встречах по 5 минут. Выигрывает тот боец, который использовал такие приемы, как удушающий или болевой. Если по окончанию времени боя таковых не было, победа присуждается более активному спортсмену по решению судей. Федерация рукопашного боя Республики Коми учредила специальные призы детям, 10 номинаций. Русский ниндзя, самый дисциплинированный, самый ответственный. Ребенок получает диплом и какой-то поощрительный приз за течение года, за выступление по результатам 17-18 года. Также победители в своих возрастных категориях были награждены кубками и медалями.
число наших приоритетов входит развитие физической культуры и спорта. Мы строим современную спортивную инфраструктуру, конечно, при помощи наших социальных партнеров. При поддержке нашего партнера ПАО «Газпром» открыт действительно уникальный комплекс плавательный бассейн в городе Микун. Следующим этапом, конечно, мы хотели бы построить универсальный спортивный зал. В этом году откроет свои двери физкультурно-спортивный комплекс. Он будет оздоровительным в большей степени для населения, именно с бассейном в Сосногорске. Начнется строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса на базе комплекса «Динамо» в Сыктывкаре. Все большей популярностью у нас пользуются среди населения массовые мероприятия. И здесь нужно отдать должное особым результатам практически всех возрастных групп в возрожденном комплексе ГТО. Сегодня каждый третий житель республики регулярно посещает секции, спортзалы. Успешно проведенный в прошлом году чемпионат мира соединенных по русскому хоккею дал нам высочайшее право проведения в 2021 году, в год юбилейных торжеств, чемпионата мира по хоккею с мячом среди взрослых команд. Это действительно будет феерическое событие. Для нас это большая честь и ответственность. Готовясь к этому масштабному событию, республика обязана построить современный крытый ледовый дворец на 5000 зрителей. Этот дворец в последующем будет использоваться в качестве многофункционального спортивно-досугового центра. Я особо хочу поблагодарить нашу команду «Строитель», потому что она является флагманом в развитии нашего любимого вида спорта русского хоккея. И правительство в этом году приняло решение возродить в Сыктывкаре спортивную школу Олимпийского резерва по хоккею с мячом. И вы посмотрите, хоккея с мячом на большом уровне уже не было лет 40. И через ровно 40 лет у нас планируется чемпионат мира. Это очень достойно и очень престижно проводить его здесь, в республике. В нашей жизни есть символы, которые дарят ощущение чуда, показывают нашу любовь или помогают не забыть. Долгое время красная гвоздика была символом памяти об ушедших от нас ветеранах. Сегодня значок «Красная гвоздика» становится способом помощи ветеранам, живущим среди нас.